Здравствуйте. Хочу изложить содержание моего письма председателю Государственной Думы Володину Вячеславу Викторовичу от 20 марта 2023 года и зарегистрированного адресатом 30 марта 2023 года за номером таким-то. О неправомерных действиях депутата Государственной Думы от партии «Единая Россия» Веременки Сергея Алексеевича. К вам обращается житель города Уфы Ханов Альберт Шайсултанович, строитель. Под моим непосредственным участием в Уфе и в Башкирии построены десятки жилых микрорайонов, детские сады, школы, больницы, колледжи, университеты и так далее. Имея к тому времени определенный жизненный и производственный опыт, отнесся с глубоким пониманием нашей страны перехода в систему рыночных отношений. С некоторой долей, конечно, романтики. К началу 90-х годов из-за банкротства в большинстве предприятий произошел огромный дефицит в качественных деревянных продукциях, мебели, столярных изделиях, дубовом паркете, погонаже и так далее. Было задумано построить высокотехнологичное производство, деревообрабатывающий комбинат. С этой целью в конце 1994 года в Уфимском районе было зарегистрировано мое предприятие ИЧП «Уралтау» и оформлен участок земли на лесной поляне у деревни Русский Юрмаш в 30 километрах от Уфы. Затем оформлен кредит на 4 года в сумме эквивалентном 6 миллионов долларов США со сроком погашения январь 1999 года. Работы начаты 3 января 1995 году, не дожидаясь окончания новогодних праздников, в круглосуточном и беспрерывном режиме. Проектирование и строительство велись одновременно с листа проектанта. К сентябрю 1996 года, то есть за 19 месяцев, были построены лесопильный, паркетный, столярный, мебельный и сушильные цеха, гараж-мастерская для тракторов и грузовых машин, гостиница, столовые и офисные помещения. Всего 12 тысяч квадратных метров производственных и вспомогательных строений. Выполнено ограждение территории с ее асфальтовым покрытием. Пропурены скважины под воду, подведена электроэнергия. Сданы в эксплуатацию 2 трансформаторные подстанции. К ноябрю 1996 года проложен подземный 3-километровый газопровод, запроектирована и построена газовая котельная на 2 котла и подано тепло в построенные цеха. К концу 1996 года начался выпуск и реализация продукции с началом возврата кредитных денег. В феврале 1999 года, то есть за 4 года и где-то 2 недели, я полностью рассчитался с кредитами на комбинате. К тому времени работало 250 специалистов. Необходимо заметить, что в строительство комбината не был вложен ни 1 рубль посторонних денег, тем более из государственного бюджета. После выхода производства на проектную мощность не было недели, чтобы Муртаза Рахимов не приводил гостей республики показать реализацию идей частной собственности в Башкирии. О причинах непростых отношений с ним впоследствии я скажу немного позже. А также позже скажу об уничтожении плода колоссальных трудов сотен людей моей команды, всего деревообрабатывающего комбината. Реализация готовой продукции нашего производства, далее я вам скажу, осуществлялась в сетях магазинов по всей Башкирии, а также в провинции Лианин, в ее столице города Шиньян, Китайской Народной Республики. В Уфе был открыт мой магазин на улице Риха-Резорга, 35. Кроме этого, в 1998 году начато строительство склада-магазин на улице 50 лет октября площадью 337 квадратных метров с пуском в эксплуатацию и началом продаж в начале 2000 года. В 1997 году, в начале этого года, Муртаза Рахимов попросил меня вместе с мэром Ямалдиновым Филус Аглямовичем и председателем Курултая Башкирии Зайцевым Михаилом Алексеевичем съездить в Магнитогорск и посмотреть там и оценить местный развлекательный комплекс
что-то подобное построить не в Уфе. Я согласился с небольшим желанием. Из Милана мною был приглашен дизайнер, архитектор, и вместе с институтом Башкирграждан-проект началось проектирование молодежного центра, названный мною «Огни Уфы». В 1997 году мне были для проектирования выданы технические условия на теплоснабжение, газ, электрику, связь и воду. В 1998 году завершено проектирование. Активная фаза строительства началась лишь в марте 1999 года, после завершения оплаты долгов на строительство деревообрабатывающего комбината. Темпы работ на объекте площадью более 8,5 тысяч квадратных метров позволили к 2001 году завершить общестроительные работы. Было запущено тепло, подведены и смонтированы все другие инженерные сети. Водоснабжение, газ, канализация, электроснабжение, городская связь, начаты отделочные работы и благоустройство. Рыночная стоимость этого объекта на начало 2001 года составляла 380 миллионов рублей. Доходы моего деревообрабатывающего комплекса не смогли обеспечить окончание отделочных работ и закупку импортного оборудования, кроме пивзавода в Республике Хорватия. Финансовый кризис не позволил продолжать кредитование банкам. В это время премьер правительства Байдавлетов Рафаэль Ибрагимович, пригласив меня к себе, передал просьбу Урала, сына Рахимова, передать ему огни Уфы. Я отказался. После этого Муртаза Кубайдулович стал проявлять крайнее раздражение снижением темпа строительства и предложил мне для решения вопросов финансирования совладельца Московского межпромбанка Сергея Веремеенко. Здесь следует сказать, что до президентских выборов в Башкирии 2003 года, когда Рахимов и Веременко были главными соперниками, было еще 2 года, и их взаимоотношения в 2001 году были более чем хорошими. Также Сергей Веременко позиционировал себя, что вместе со своим партнером по Межпромбанку Сергеем Пугачевым состоят в близких отношениях с президентом России. Через день после осмотра объекта Веременко предложил купить здание. Я согласился. Переговоры о цене мы с банкиром отложили на следующий день, который так и не состоялся. Он не проявил инициативу на второй день. По истечению 2 дней после этого в моем офисе Веременко предъявил мне составленный им договор с указанием смехотворной цены 3,7 миллиона рублей. Я с возмущением вернул его со словами «так дело не пойдет». Это меньше 1% его рыночной стоимости объекта. На что банкир ответил: много ты хочешь, ты имеешь целый завод и семью, и еще заработаешь. Если не подпишешь, останешься ни с чем. С этим мы и расстались. А я приехал домой, забрал дочь из школы, сына из садика, а вечером с женой и 2 детьми выехал в дальнюю деревню к родственнику моего знакомого. По телефону дал команду своему директору Петрову подписать договор. Однако этого оказалось мало. Через 2 дня, 7 марта 2001 года, к моему магазину, расположенному вблизи строящегося молодежного центра, подъехала группа молодых парней, ворвалась в магазин, выкинула гору товаров на дорогу рядом с трамвайными путями и объявила, что это объект, мой частный магазин, со свидетельством о госрегистрации права от 30 августа 2000 года, входит в незавершенный строительством развлекательный комплекс «Огни Уфы» в оплаченные 3,7 миллиона рублей. Но это абсолютная ложь, так как в договоре прописано о моей уступке лишь недостроенное здание, но не эксплуатируемый магазин, имеющий свидетельство о регистрации права, ну и техпаспорт, конечно, соответственно. Меня в это время на месте не было, так как был в деревне, закупал необходимое продовольствие и соответствующую одежду для своих детей на время проживания в деревне. Узнав об этом, то есть о захвате моего магазина, во мне стало все клокотать. Обратился в милицию, прокуратуру, следственное управление. У всех был ответ: магазин входит в незавершенный строительный объект. Вопрос,
Кто может изменить что-то, если у грабителя такие связи в Уфе и Москве? В итоге мой магазин с подтвержденной стоимостью около 7 миллионов рублей, без каких-либо обязательных документов, договора оплаты, акта приема передачи, стал собственностью Веременко и его офиса. Впоследствии по моим искам были решения апелляционные от 15 ноября 2001 года, постановление, а затем кассационная инстанция от 27 апреля 2002 года, город Екатеринбург, с подтверждением, что произошел грабеж моего имущества, и постановили, эти две инстанции постановили о его возврате мне как законному владельцу. Таким образом, решение вступило в законную силу. Однако это не остановило Веременко. Он подает иск в арбитражный суд Башкирии по тем же основаниям на окончательное решение апелляционной и кассационной инстанции. Чудеснейшим образом суд принимает этот иск, противоречащий законам, и в результате манипуляции указанного выше лица суд под председательством Хайдарова принял решение в его пользу. Мои дальнейшие иски по апелляции, вплоть до обращения в Конституционный суд России, на столь чудовищное, циничное и наглое решение Башкирского арбитражного суда в пользу грабителя частного имущества кончились ничем. Я в течение более 20 лет после ельцинского периода истории нашей страны не могу найти правду, исписав десятки килограмм бумаги. Везде ссылка на решение суда, узаконившего грабеж. Далее, как был уничтожен мой комбинат? Банкир Веремеев пригрозил мне, что если я не прекращу жалобы на его ограбление молодежного центра и магазина, будет уничтожено мое производство. И он сдержал свое слово. Начальником налоговой инспекции ПРБ был в то время родной брат банкира Александр Веременко, который дал команду своим сотрудникам во что бы то ни стало найти на комбинате нарушение, за которое можно было бы завести уголовное дело. 6 августа по 7 сентября 2003 года по 2 раза в неделю проведены 7 выездных налоговых проверок. Можно представить моральное состояние моего коллектива. Далее появилось решение налоговой инспекции от 22.10.2003 года о недоимках на 5 миллионов 344 тысячи рублей, то есть подготовлено основание для открытия уголовного дела. Параллельно с этим налоговая инспекция закрыла все мои счета в банках, в связи с чем приостановлена выплата заработной платы, отключен газ, электроэнергия, разморожена котельная и система отопления в цехах. По моему иску 27 января 2004 года состоялось заседание арбитражного суда Республики Башкортостан с принятым постановлением о несоответствии решения налогового органа налоговому законодательству и подлежащим признанию недействительным. Однако справедливость пришла уже слишком поздно. Вследствие аварии котельной отопления цехов пришлось комбинат закрыть до весны, а работников распустить. Полное восстановление комбината сделать не удалось. Кульминацией уничтожения моего комбината стала попытка рейдерского захвата в 2006 году, когда я с нацеленным в грудь карабином с угрозой застрелить себя в случае проникновения бандитов для захвата производства остановил их. Впоследствии всю территорию комбината, 4,5 гектара, окружил вызванный ОМОН с десятками машин. Уговорили меня сдаться лишь приглашенные первые лица прокуратуры и МВД республики, после обещания во всем разобраться. В итоге никто разбираться, конечно, не стал, слишком крепко были завязаны узлы, и последствия были бы непредсказуемы не только для Веременко. Через неделю после этого я вынужден был продать комбинат, забросывая деньги для расчета по кредитам и заработной платы работникам. Впоследствии новый владелец разобрал цеха, распродал оборудование и стал заниматься очень простым, без головных болей делами. В течение 2,5 лет, с 9 сентября 2020 года по 3 марта 2023 года,
Следственный комитет России 10 раз направлял в МУФУ поручения, в которых одинаково было сказано: организовать всестороннюю проверку проведенных доводов, детально разобраться в их сути, принять предусмотренные законом меры по защите возможно нарушенных прав. На некоторых даже было: исполнение поручений Следственным комитетом контролируется. В итоге все 10 поручений Следственного комитета были проигнорированы. Никаких проверок по расследованию моих доводов проведено не было. Здесь напрашиваются два вывода. Первое. Игра в добрых и злых полицейских. Второе. Плевать они хотели на Бастрыкина, следователи из Башкирского управления. Я более 20 лет не могу получить ответы на 4 вопроса. Первое. Каким образом, будучи в здравом уме и твердой памяти, я мог без насилия и угроз подписать договор уступки прав собственности на мой центр молодежи «Огни Уфы» с рыночной стоимостью в несколько миллионов рублей, эквивалентной стоимостью трехкомнатной квартиры. Второе. Каким образом было проигнорировано окончательное постановление апелляционного суда от 15 ноября 2001 года по моему иску, подтвержденному кассационной инстанцией и вступившей в законную силу, о возврате имущества его законного владельца, то есть мне. Третье. Каким образом был зарегистрирован мой двухэтажный магазин за структурой Веременко, без основополагающих канонов в цивилизованном мире, договора, без оплаты, без акта приемки передачи. Просто взят и зарегистрирован с жуликами. Четвертое. Как могло состояться уничтожение хорошо работающего производства на несколько сот рабочих мест, построенного без копейки государственных бюджетных денег, созданного не на условиях приватизации, а в прямом смысле на лесной поляне в стране, где есть полиция, прокуратура, следственные органы и Государственная Дума? Ответ очевиден. Такого бы не могло произойти ни в одной стране в мире, включая Руанду и Буркина-Фасо. В кратком изложении событий в письме в Государственную Думу, зарегистрированное там 30 марта 2023 года за номером таким-то, я просил Госдуму дать поручение соответствующим органам организовать расследование. В случае, если произойдет чудо и депутат Госдумы Веременко согласится вернуть указанный денежный эквивалент, то средства пойдут на поддержку обездоленным старикам и инвалидам. Мне уже ничего не надо, я перегорел. Да и живу я уже давно, целых 78 лет. И главное, в случае неподтверждения указанных фактов готов понести уголовное наказание по статье 128 прим. 1 УК Российской Федерации за клевету. Из Госдумы я получил ответ на свое письмо, подписанное 12 апреля 2023 года за номером 5 прим. 1 32/231 Ивановым ВВ. Мне пояснено, что обращение рассмотрено во фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственной Думе. Нарушение за депутатом Веременко положений федерального закона от 8 мая 1994 года номер 3 ФЗ не установлено. Мне предложено обратиться в суд или правоохранительные органы. В это самое время, 5 апреля 2023 года, депутат Государственной Думы Евгений Марков предложил в своей законодательной инициативе наказывать лиц, которые часто жалуются в госорганы. Под видом заботы о общественном благе граждане пытаются причинить вред другим людям. Возможно, это совпадение, а может и нет. А возможно, настала и моя очередь быть наказанным. И последнее. Очень актуально сегодня выражение «ничто нигде не забыто, никто никогда не забыт». Вспомним, например, схему. РНО – это республиканское налоговое обязательство. РНО-Дисконт-Межпромбанк-сотни разоренных предприятий Башкирии. Или загадочная смерть Александра Потемкина, директора филиала Центркомбанка в Уфе. Или как предприниматель 49-летний Станислав Яшин зарезал адвоката Веременки Александра Елисеева в своем психическом ударе от возмущения решением арбитражного суда, потребовавшего исполнить договор Веременки о приватном перед ним долге за 3 года, превращенном
из 30 миллионов рублей в 244. А это значит, что под 100% с процентами на процент. Или чудеснейшую передачу 14,9 тысяч квадратных метров территории Уфы администрацией города владельцам «Огней Уфы» Веремеенко и Филиппову, тогда первому заместителю мэра Уфы, с причиненным ущербом городу 450 миллионов рублей. Подробности обо всем этом не сегодня. У меня все.